Салям. Nemesis. А реально начнем так, типа, мы как будто татарский видос, чтобы люди сразу вырубали нахер, и никто нас не смотрел. Всем привет! Меня зовут Руслан. Нясу. Ну, вы, конечно же, нас знаете, потому что мы выкладываем видосы сюда каждый день. Да, вы можете сказать, что вы зашли на этот канал и видите всего лишь один видос. Но нет, ребята, нет, мы выкладываем их каждый день. С сегодняшнего дня каждый день. Сегодня мы едим все йогурты в мире. Творожки, твороги. 2 разных творожка, чудо, даниссимо, 4 разных вкуса. Всем спасибо. Что это? Творожки? Ох, небольшие творожки, которые мы сегодня будем... Творожки, которые мы сегодня будем с вами пробовать на вкус. Сегодня у нас сражаются чудо чудесные и даниссимо дониссиманские. Главное, мы взяли 4 вида, но все они разного вкуса. Хоба! Ах! Естественно, вот это мы не выбрасываем, потому что Ну, что? ты Потому хотела что это я сделать, но на мастер камеру как спорта. это делать? Я мастер спорта по одному виду спорта. В принципе, нормально, неплохо. Вооружаемся ложками. Далее мы будем пробовать у каждого вкуса. К примеру, у меня творожок чудо состоит из 2 вкусов. Здесь вкус клубники и вкус земляники. У меня же тоже так. Клубника и киви. Мой творожок нужно чуть размешать, потому что у него консистенция внизу. Вот здесь я чувствую вкус, как будто бы земляничное варенье добавили. Не земляничное, а клубничное варенье добавили. Потому что там варенье, наверное, снизу. Ну да, видимо. Уверен, у тебя другой вкус. Да, давай меняться. Там Да, ничего не у было. тебя более нежный, выраженный вкус. У тебя как будто бы больше именно молочного вкуса больше. Да, ну тут просто ты кушаешь снизу вот это варенье само. Ну да, ну вот у тебя, по Поэтому- сути, сам вкус более молочный. И клубника так чисто. Как когда жуешь жвачку арбузную. Вот не чувствуешь вкус арбуза, но прикольно. Типа. Это клубника с чем? У тебя с киви. Нет, клубника вот эта. Черника. Черника с клубникой. А, нет, малина. Клубника земляника. А, клубника, земляника, так это, по сути, одно и то же. Ну да. А. Короче, такое очень сладкое. Да, она по сладости прям сильно сладкая, а это мы, наверное, полностью съедим. Это мы, наверное, оставлять никому не будем. Наверное, да, я сегодня передознусь небольшим творожком и буду лежать Передознусь. и откисать. Далее, и следующий у нас на пробе 2 вкуса, это ароматная черника И и... персик груша. Всё, Думаю, идеально. открываем. Четко. Это снова оставляем. Надеюсь, вам Номерок этот оставлю. АСМР тоже слышит. Какой номерок? Шутка. Ну что ж, кстати, а что насчет небольшого АСМР йогуртинга? Берем вот этот небольшой. Вначале вот так вот вначале его чуть сбиваем. А теперь мы так. Это будет цензура. Еще чуть-чуть. Сбиваем его чуть-чуть. Давай. Еще. Да, кайфудинские. Как у тебя на вкус твой? Ну вот это вкуснее, потому что просто само по себе груша и персик вкусно. Тут кусочки прям груши и персика. А там у тебя получается что? У тебя киви и клубника, они, считай, просто взмолотые. Да, размешано. Взболтанный. Такое. Ну вот у меня черника как будто бы какая-то химоза, короче. Просто как будто бы Это же даниссимо. придумали вкус черники где-то из химии. Ну, с химическими всякими штуками. Типа в школе кто-то сидел и такой придумал вкус Нет. черники. Вот настоящий вкус черники, он же сам по себе такой какой-то необычный. Поэтому дорого так продают. И ты думаешь, тут положили не настоящий? Не, возможно, настоящий, но какая-то добавка точно есть. Ну это потому что все смешано, поэтому вкус Ну да. теряется чуть-чуть. Яйца куриного, ореха, глютена. Вот поймали целого курицу и отобрали у него яйцо. Целого петуха. Петуха, и петух где-то кастрированный ходит. И вот чтобы мы могли вот так вот сидеть и такие... А я вчера с Ленкой общалась, а она мне говорит, я-то со своим рассталась, потому что он дурачок такой. Говорите, что за дебилизм вы продаете? Вот я тоже так думаю. Кабель. Так, теперь я пробую грушу и персик. Да, по вкусу должно быть очень нежно. Ты кажется, как будто это снова киви и просто фиолетового цвета. Блин, у меня во рту уже какой-то аттракцион вкусов. Типа после всех уже 4 вкус пробуем. И... Уже. Ну, мы просто слишком много пробуем. Да, и они потому что... Едим. Да, но и они сладкие еще. И ты такой, да.
Кстати, вот если присмотреться, вот здесь прям видно на йогурте такие пузырьки, прям взбитый творожок такой, в отличие от Даниссимо. Даниссимо он сам по себе нежный просто, а вот у Чуда именно такие, он такой взбитый, Мягенький. с пузырьками. Ну что-то мне вот это чудо больше понравилось. Ну хотя вот это Даниссимо тоже вкусно. И следующий у нас на очереди, следующие два вкуса, вишня-черешня. Даниссимо с шариками шоколадными. Все мы знаем, куда эти, почему эти шарики шоколадные, откуда они прошли, Ну что да, они ты больше прошли. всех это знаешь. Да-да-да. Ну, А, ой, извините. да, уже открыто. Ну ладно, я открою, как обычно. И, естественно, у нас АСМР, Традиция вылизывание крышки. Надеюсь, меня прекрасно слышно. Хочется сказать, что если бы эти шарики были как... Были же кислинки в детстве, такие конфетки Да, кислые. да, да. Вот если бы они были такими, я бы поставила 1000 баллов. А еще Я бы же, купила их за $1000. кстати, это Даже отличная если у идея. меня В нет. конце видео нам надо пробаловать эти. Еще по одной попробовать каждый вкус и поставить баллы, какой, на каком уровне, на каком, кто на первом месте по вкусам. Кислинка, ты имеешь в виду, типа шипучка была такая в Да. конфет? Шоколадки, вот эти шоколадные прям шарики, вот эти вот они такие холодные вкусные. А это мы еще, считай, достали уже рано достаточно. Это сами творожки, они теплые, не очень приятные, как будто висит. Да? Ну вот, а вот эти шоколадки, они такие... Холод- Шоколадки, шарики. Так, пробуем вишня, черешня. Ну, наверное, никакого удивительного вкуса. Освежающие. Тут присутствуют кусочки вишни. И это прикольно. Сразу вспоминается какой-то летний вайб, как ты заходишь к соседу в огород воровать его дочь. Все же так делали. Да, все же так делали. Да. Воровать какие-нибудь яблоки, и ты вот так набираешь яблоки. Короче, вот так вот застегиваешь вот эту вот футболку вот сюда в шорты, чтобы можно было вот сюда накидывать, и вот сюда накидываешь как можно больше яблок. И у тебя вот здесь Серьезно? Я так не делал ни разу? Ну, короче, нет, вот так вот сюда. Не, смотри, мы, короче, вот просто вот так Просто заправляешься. снимали штаны. Не, футболку заправляешь, у тебя еще футболка всегда какая-нибудь свободная. И вот так, и вот сюда просто накидываешь. И Это вот- же грязно. Да какая разница, тебе 10 лет. И вот так, вот У это у меня тебя... не было 10-летнего возраста. Вот у тебя вот здесь полное, вот это, вот так полное яблоко, и ты с этим, ну, просто убегаешь откуда-то, там за тобой бегут, бросают в тебя вилы, копья, стреляют из луков, вытаскивают пулемет. Суки! Верните яблоки! Так начинают кричать на тебя. Какой здесь эхо? Ну что ж, вот в такое детство вернула меня вот эта вишня. Оказалось бы, просто творог. Мгм. А меня никуда не возвращает, я просто хочу это все доесть. Тебя же вернул уже в мир кислинок твой. А, точно. Мир кислинок. У нее тоже такая же история, где у нее Суки! Верните кислинки! Ну реально, куда они пропали? Куда? Воу, вопросы! Следующий видос, находим 1000 кислинок. Кстати, я видела, где-то продаются они. Только под другим названием, типа Wildberries или Озон. Ой, я на Wildberries, кстати, находил конфетки такие были. На Wildberries, короче, конфетки такие нашел, забыл, как называется, но я вот недавно их покупал. Там, короче, 6 вкусов. Это такие охлаждающие дрожжи. Вот у них прям еще такие железные эти упаковки. Ты не Это видел? же продается в этом. Но это сейчас продается везде, а вот когда я только узнал о них, они только на Wildberries продавались. Они как будто бы сюда добавили еще с другого вкуса грушу какую-то. Может, у тебя просто на ложке груша оставалась, ты её- Нет, она такая мягкая. Или у тебя либо во рту это- где-то за уголком рта. Либо груша. это слизень какой-то. Дай-ка я попробую. Нет. Давай. Махаемся. М-м. Пробуем. Ну, как Сразу. будто бы вот мне больше всех, наверное, он понравится. Вот это? Да. Но у нас еще впереди еще 2 вкуса, так что Не пропускайте. не пропускайте. Смотрите, здесь у нас вот такие вот. Что-то мы, кстати, вот так не показывали, как выглядит на вид. Ну, близко к Я камере. думала об этом, но я вот так вот показала, было один раз. Ну, в общем, вот шарики. Это очень вкусно, да? Шарики прям очень сладкие, шоколадные. Это шир-шир-шир, Шик-шик-шик. шик-шик-шак-шок, вкус вишня и Шик. черешня. Шак. Вот так вот. Это уже Шак. доели. Чик-чак-чак. Чик-чак-чак. Что-то мне вообще не нравится. Очень сладко. Ну, я говорю, что-то чудо какое-то чересчур Чудо химозное. слишком чудесное. Химозное чуть-чуть. Думаю, переходим к другому. Переходим к последним нашим вкусам. Это малина ежевика. Ну и Даниссимо мороженое крем-брюле. Там, Вот это- конечно, нету мороженого, но... Ну вот это, кстати, должно быть вкусно, если, Ну да. если бы оно в холодильнике стояло, чтобы именно вот Ну, вкус пойду мороженого. поставлю в был. холодильник. Она сейчас ходит в морозильник. Принесёт. Возвращаемся Принесёт. через час. Переход.
Ну вот, я забрала, теперь это реально мороженое. Я об этом и мечтать не могла. Чудо техники, холодильник. Итак, напоминаю, это мороженое крем-брюле. А это... А это малина ежевика. Как бы не расплескать. Ну, такая мягенькая текстурочка. А там опять... Здесь опять же надо перемешать. Йогурт с вареньем. Йогурт с вареньем, да. Вот у Чудо особо не запариваются. У них, видимо, нету миксера у них на заводе. И они такие, так, наложите варенье и отдельно творожка. Пускай сами мешают. Вот это походит на то, что как ты в деревне в детстве берешь вот такой вот толстый кусок хлеба, вот так вот разрезаешь его, сверху сметану деревенскую, размазываешь сметану вот таким слоем. Получается вот такой хлеб, вот такой слой сметаны, и берешь вот это варенье, которое с малиной, и вот так сверху его насыпаешь, и варенье начинает во все стороны вот так растекаться. И ты только успей подлизнуть с этой, с этой. Ты даже укусить не успеваешь, ты успеваешь только подлизать со всех сторон этот кусок хлеба. Еще кто-то подойдет, ему Да. еще. Еще ты хочешь с этой стороны подлизать, а там уже лижут с другой стороны. Ты говоришь, блядь, это же мой хлеб, какого хлеба, ребят. Вот это история. У меня такого не было, кстати говоря. У меня есть тикток на эту тему. Переходите по ссылке в описании. Ну, тоже чудо такое, химозненькое. Ну вот Даниссимо это как будто бы самое лучшее, что можно было представить. Самый вкусный Даниссимо, это Даниссимо с фисташками. Пробовала? Да. Но его в магазине не было. Ну мы бы его взяли, только все 4 вида. Даже не было бы 4 видов. Мы бы просто 4 штуки. 8 пачек Даниссимо с фисташками. Точно. Мукбанг из Ну Даниссимо. ладно, можно даже вот с этими шариками еще. Да. Так, давай, теперь пробуй мою. Это неохота что-то. Работа такая. Что ж, вот это похоже на такое жидкое дерьмецо. Тут как будто бы уже все обработали. Действительно такой нежный. Прям вот нежный такой вот. Как будто бы... Да, это... А где... Кстати, Какой-то вкус был крем-брюле или нет? Или мы его не купили? лучше крем-брюле. Это крем-брюле называется? Ой. Вот оно. Не, это это мороженое крем-брюле, ну да. Вот именно крем-брюле так ощущается. Что ты хотел сказать, кстати? Кстати, реально вот этот йогурт от Чудо, он какой-то такой, ешь его, и как будто пузырьки лопаются во рту. Да, потому что... Пушистый такой. Да, вот у нее пен такая, как Да-да-да, капучинатор, как будто пеночка. засунули. И вот так Каждый вот. вот так вот открывает, капучинатор Да. заново закрывает. Главное, у них миксера Я нет, но думаю, есть так капучинатор. Да, вот этот вкус нежный очень. А это с ежевикой. Ну так-то прикольно. Не особо сладко, как следующие. Но все это нужно есть в Прошлое. охлажденном виде. Да? Да. В охлажденном будет поприкольнее. Мы Ну уже что ж, ходили. охладим свое траханье и выберем самый лучший вкус за сегодня. Чего? Чего? Значит, чего? Садим свое что? Охладим свое траханье. Траханье? Да. Ты не слышал, что это такое? Нет. Нет? Так говорят, Это что значит? охладить траханье. Нет, так никто не говорит. Я тебе потом загуглю. Так, Я наелась. я предлагаю выбрать победителя из творожных чудо и победителей из творожных Даниссимо. А потом вместе с ней. А потом их сразить. Да, а потом их сразить. Хуяк! Я помню, у меня в детстве двоюродный братишка, ему 10 лет, короче. Он что-то играется, вот так вот что-то размахивает. И в какой-то момент говорит, такой, там у него мама сидит на диване, он такой, хуяк! Хуяк! Потом человек говорит, так покажи, как Да, драться. неплохо. Я говорю, хуя. Ну что потом его? Он жив? Да. Ну что ж, возьмем все вкусы чуда, которые у нас были. Чудо Да. с ежевичкой. Какие у нас И есть? сьюда. Вишневая, Чудо, юда. ежевичная, клубника, земляника и груша и персик. Это вишня. Вот эти три вкуса, они были с вареньем, которое нужно было размешать. А груша и персик, его не надо было так размешивать, он уже изначально как будто без варенья был. Или в конце лежало. Как Ну, будто вот смотри, там- вот здесь желтый чуть лежит, это чуть и было варенье, наверное, да? Нет, это вот эти кусочки на самом деле. Просто, да, я их не размешивала, и поэтому они внизу остались. Так, ну мы пробуем очевидного фаворита, скорее всего. Да, Вот грушу мне и тоже персик. кажется, это будет фаворит. Еще раз. Фаворитик такой, потому что там есть кусочки. Да, потому что остальные вкусы чуда были достаточно химозными и такой непонятный вкус. Да. Думаешь, это? Ну все, все-таки. Ну, еще можно сравнить с ежевикой, потому что она была более-менее менее сладкая. Ну, кстати, да, что-то в ежевике тоже есть. Что-то в ней есть. Я же сказал, что это как раз-таки та же самая, которая напоминает мне о деревне. И, я, кстати, бы отдал, наверное, голос за вот ежевику малину. Потому что малина мне очень напоминает детство,
когда ты ешь вот со сметаной. Именно сметана и малина. Меня чем-то отталкивает, не могу понять чем, так что да, лучше ежевика. Выбираем вкус чуда дня. Ежевика, малина. Сосать все остальные вкусы. Не реклама. Теперь сравниваем вкусы Даниссимо. Это черника и крем-брюле. Ну, а это шоколадные шарики. И вишни... Ой, какая вишня? Клубника и киви. Так, ну из этого, вот эта вот черника... Фаворитик? Нет, она мне наоборот более такая самая химия показала. Вот Хими-хими. чуть-чуть ее ешь, и даже Вот как опять будто бы успел. ты в туалете вот набрызгал силитбанком, и вот этот вот осадок как будто во рту какой-то такой непонятный. Ну, возможно, я слишком беден и мало ел черники, и не понимаю, насколько она все-таки кайфовая, но для меня вот это точно минус реп, Минус вайп. минус вайп. Далее у нас сливочная была. Ну, а я сейчас доем просто все с шариками. Сливочная была нежнейшая. И у нас тут... Ну, киви и клубника тоже, в ней что-то такое немного отталкивающее есть. Наверное, А мне, наоборот, черника нравится. черника нравится? Да. Из всех вкусов, даже лучше, чем шариками? Нет. О, и это мне тоже нравится. Больше, чем шариками. Ну, с шариками там, типа, обычный йогурт, творожок с сахаром как будто бы, и просто шоколадные шарики. Ты их попробовал вообще? Да, я же их пробовал до этого. Не, ну, прикольные шарики, но если считать про вкусы, Угу. Какой вкус, по-твоему, самый лучший? ну, вот клубника, киви мне понравилось. Клубника, киви все-таки? А сливочный крем-брюле? Ну, тоже как обычный вот этот, как будто бы. Ну, то есть, ты имеешь в виду, нет такого лишнего какого-то вкуса у них? Просто Да-да-да. обычный творожок сладкий с каким-то небольшим привкусом. В Я общем, люблю разнообразие. твой Мгм. фаворит, какой твой фаворит? Покажи мне. Мой фаворит это клубника и кива. Я, наверное, все-таки поставлю крем-брюле, но если бы здесь был фисташковый побил бы здесь вообще абсолютно Всех. всех. Он даже меня бы побил. Фисташковый, он просто такой говорит, бля, я фисташ. Ну да, реально. Вот, я не буду сейчас врать, но посмотрите на него. Идеальный. Вот посмотрите на него. Он даже не раскрыт еще. Он может всех вас просто положить на пол и уничтожить. И уничтожить. Он вас уничтожит, если вы не соберете силу в кулак и вот так не разломите его пополам. Иначе Минутка. он сломает вас. Минутка мотивации. Вы либо ваш палец, ноготь вот так вот треснут, когда вы будете открывать. Либо зубы. Либо зубы, либо вы его откроете. Либо вы его, либо он вас. Ух, вот так вот Ух. сделает. Фисташки это сила. Полезно. Ну что ж, у нас вышли в лидеры, получается, 3 фаворитика. 3 фаворитика. Это, а какой еще чудо был? Ежевика. У чуда это ежевика-малина, у Даниссимо это крем-брюле. И клубника киви. 3 вкуса фаворита из сегодняшних всех у нас и вкусов. И как их сейчас выбрать? Я думаю, не обязательно среди них выбирать, просто можем сказать то, что среди 8 вкусов, Ну, Вот вот что эти- тебе больше всего понравилось из всех вот этих? блин, ну, не знаю, как будто бы из всех, если сравнивать, то, что крем-брюле действительно такой обычный творожок, сладкий условно, а вот это вот чудо с малиной, Какое-то необычное. оно, не знаю, оно все-таки меня отбрасывает в детство, и вот это детское ощущение, не знаю, как передать, но почему-то оно мне больше нравится. Ну, видимо, Ну так, еще пеночка такая интересная. ну так вот, и мне кажется, все-таки вот я бы поставил чудо малина ежевика. Оно напоминает мне, это мой вкус детства как будто бы, и когда ты в детстве очень много, твоя бабушка готовит малиновых вареньев. Ну, мне тоже либо вот это чудо с ежевикой, либо киви, клубника. Но из-за того, что там вкус прикольный, типа пеночка вот эта, тоже можно поставить за ежевик. А если вы не любите разнообразие, то, конечно же, киви, клубника. Но это все вкусовщина. Какой выберешь вкус? Я? Да? Кто? Я выберу... вот так вот, выберу вот этот. Вот этот. И у нас у обоих появилось по фавориту. Угу. Это Даниссимо. Даниссимо, Клубника, клубника, киви и чудо ежевика, малина. Что ж, ребят, теперь при походе в магазин вы будете знать, какой именно творожок вам стоит покупать. Мгм. Ну вот чудо реально такой, минус вайп. Те, которые с вареньем. Можно же просто купить творог и добавить варенье. Можно же просто поехать к твоей бабушке, и именно к твоей бабушке, да-да. Твоя бабуля знает меня. Бэнг-бэнг, бум-бум. Жара-жара, беспредел. Можно поехать к твоей бабушке и попросить у нее какое-нибудь варенье и попросить какую-нибудь сметанку. Чтобы она это все сделала Да, сама, чтобы она вот так прям всё- вот перед тем, как ты приехал к ней. Шлеп-шлеп, слой за слоем, и все, вот Мгм. тебе и чудо.
Можно и не покупать ничего. Да, тебе даже не нужен капучинатор. Экономия, бюджетная версия. Даниссимо, у них уже все-таки какое-то есть производство. У них есть не только капучинатор, понимаю. Ну да, у них, Да? возможно, еще кофемашина в офисе где-то стоит. Поэтому С капсулами еще, с да? капсулами, скорее всего. Да. Может пойти работать к Даниссимо? Производство. Может быть, Ха, может и быть. там И пожирать. там есть фисташковый Даниссимо. Там есть чисто фисташки. Only фисташки, кушать, даже Даниссимо не нужно. Изи. Но, как я вам Идём говорил, туда. с фисташками спорить опасно. Фисташки вот тут вас всех держат. Следующее видео едем на производство в Даниссимо, чтобы кушать фисташки. Ждите следующего видео. Следующее видео с производства Даниссимо. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр, за то, что были все видео вместе с нами. Мы с Алсу сегодня вам показали, какой из творожков самый лучший. Пожрали нормально, так сказать. Поэтому... Даже не скажешь, что мы до этого ели шаурму. Да, а мы ели до этого шаурму и А ещё блины. блины. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте кликать на колокольчики. Буль-буль-буль-буль-буль. Также переходите по ссылке на наш Twitch канал, где мы стримим, разговариваем, общаемся. Иногда вдвоем, иногда он один. Иногда без я меня. один. Да, всем спасибо. Всем хороших дней, хороших ночей, хороших вечеров, хороших утров. Всем пока. Пока! Пока.